Здравствуйте, уважаемая комиссия. Разрешите представить нашу научно-исследовательскую работу на тему якутские пословицы и поговорки с компanion термина самобытных физических упражнений, игр и состязаний. Меня зовут Ксенофонтов Гектор. Я учусь в Якутской городской национальной гимназии имени Антонины Гавриловны и Николая Константиновича Черяева. 7 Г-класс. Научные руководители: Дмитриева Александра Владимировна, доцент Института психологии ЗФУ, Аржакова Аграфена Ивановна, учитель якутского языка. Актуальность исследований. Пословицы и поговорки — древнейшие жанры устного народного творчества, бесценное наследие народа. Наши предки были любознательны и внимательны, они замечали то, что было скрыто от поверхностного взгляда, и делали удивительно точные сравнения. А благодаря велеречимому и богатому языку якутские пословицы и поговорки отличаются особой изученностью и неповторимым обаянием. Объект изучения в нашей работе. Якутские пословицы и поговорки с компаньон термина самобытного физического упражнения, игры и состязаний. Предмет изучения. Структура якутских пословиц и поговорок с компонентами термина самобытных физических упражнений, игр и состязаний. Цель работы. Выбрать якутские пословицы и поговорки с терминами самобытных физических упражнений, игр и состязаний и проанализировать их внутреннюю форму в соотношении с предметным логическим содержанием. Цель исследования обусловила постановку следующих задач. Первое. Теоретически обосновать актуальность изучения якутской пословицы и поговорок, раскрыть мировоззренческие, духовно-нравственные, художественно-эстетические, ценностные аспекты. Ознакомиться с собирателями и исследователями якутской пословицы и поговорок. Второе. Выявить воздействие якутской пословицы и поговорок на процесс формирования духовно-нравственных качеств, художественного вкуса, эстетических идеалов и мировоззренческих представлений. Подрастающее поколение детей. Третье. Изучить якутские пословицы и поговорки с терминами самобытных физических упражнений, игр и состязаний. И проанализировать их внутреннюю форму в соотношении с предметно-логическим содержанием. Гипотеза. Исследовав значение якутской пословицы и поговорок с терминами самобытных физических упражнений, игр и состязаний, можно понять, как в пословицах и поговорках отразилось восприятие народом окружающего мира, его менталитет, его мысли, кругозор и нравственные ценности. Методы исследований, использованные в нашей работе, это аналитические и описательные. Результаты исследования. В сборнике якутской пословицы и поговорок Кулаковского мы выявили следующие пословицы и поговорки с терминами самобытных физических упражнений, игр и состязаний. Первое. Кусуногон каин тохпатки. Поговорка о физически слабом человеке. В данной поговорке образ физически слабого человека создается в шутливой игровой форме, путем сравнения его физических сил с твердостью утиных костей. Данную поговорку мы отнесли к поговоркам с компонентами термина самобытных физических упражнений и с переносным смыслом. Второе. Кырджан баран кылыгыт болбу кадала. Автология. Прыгание на одной ноге — самая любимая и распространенная игра якутской молодежи. Переносный смысл аналогичен со смыслом басни Крылова «Щука и кот». В данной поговорке термин «кылыгыт» олицетворяет образ физически развитого человека, определяет резкие изменения человеком привычного поведения. Данную поговорку мы отнесли к поговоркам с компонентом термина самобытных физических упражнений. В сборнике якутских пословиц и поговорок Емельянова мы можем выявить следующие пословицы и поговорки с термином самобытных физических упражнений, игр и состязаний. Первое. Косбгы отбера. Мужество, храбрость. Данная поговорка — образ мужественного и храброго человека, выражен на основе наблюдений человеком в жизни животных. Данную поговорку мы отнесли к поговоркам с компонентом термина самобытных физических упражнений с переносным смыслом. Второе. Умсат üstәгенә сүйүттән өйүр, иттән üstәгенә кәтәгеттән өйүр доғырым. Дружба. Поговорка означает, что верные и надежные друзья, которые всегда помогут в любой ситуации. Данную поговорку мы отнесли к поговоркам с термином самобытных физических упражнений, с комплексом продуманных физических упражнений, хотя по смыслу они не относятся к физическим упражнениям. Также считаем, что поговорку можно отнести к самобытным играм. Поговорка описывает ярко выраженное действие человека и содержит физические и эстетические представления о человеке. Третье. Басканантур атакканантур. Поговорка характеризует неотзывчивость и эгоизм человека. Данную поговорку мы отнесли к поговоркам с компонентом термина самобытных физических упражнений. Четвертое. Буутун это буга, сихин это ситейлик. Или буутун это буспут, халун это хойдубут. Пословица передает народное представление человека о готовности к жизненным ситуациям. О формировании личности по-якутски можно сказать «Сигин это ситен, буутун это бухан, джонна сергага билдар боллада, бейтин иннин бейта солонар болар».
Данную поговорку мы отнесли к поговоркам с компонентом термин самобытных физических упражнений. Пятое. Туохон күйүнен илиитин эрчиминен. Поговорка характеризует трудолюбие человека. Данную поговорку мы отнесли к поговоркам с компонентом термин самобытных физических упражнений. Труд, трудолюбие. Шестое. Сүйрен атақтағы сернен ахарбат, көтер канаттағы үйәнен ахарбат. Охота. В данной поговорке термин сюрер использован для характеристики человеческой возможности. Данную поговорку мы отнесли к поговоркам с компонентом термина самобытных физических упражнений. Седьмое. Акка ыныртакка анардас патеннер. Равенство. Восьмое. Сааре баттар сампай опсар. Равенство. Данные два пословицы отнесли к описанию самобытных якутских состязаний. Основные выводы. Первое. В нашей работе мы используем поговорки и пословицы как равнозначимые понятия. О невозможности проведения строгой границы между пословицами и поговорками писал еще известный якутский писатель и фольклорист Кулаковский в своей работе «Научные труды». В живой речи поговорка часто становится пословицей, а пословица превращается в поговорку. Второе. Исследовав значение пословиц и поговорок, мы выявили, что якутские пословицы и поговорки с термином самобытных физических упражнений игр и состязаний в исследуемых нами сборниках встречаются нечасто. Третье. Наши исследования показали, что выявленные нами якутские пословицы и поговорки почти не содержат конкретные термины физических упражнений, игр и состязаний. Четвертое. Мы выявили, что большинство случаев пословицы и поговорки содержат понятие физических упражнений, игр и состязаний в переносном смысле, то есть наряду с прямым значением используемых сходства, основанное на сопоставлении, что является особенностью якутских пословиц и поговорок. Пятое. Также во время своего исследования мы выявили, что на восприятие детьми якутской пословицы влияет их личностное, эмоциональное состояние, в какой момент их жизни они могут быть ими услышаны или применены при общении. При этом детям труднее всего понять пословицы, в которых содержат устаревшие слова или выражения. Спасибо за внимание.